Коми становится центром общественного наблюдения. В республике проходит множество проектов по повышению правовой грамотности в сфере избирательного законодательства. Многие регионы России берут в пример с нашего края. Кто заинтересован в подготовке независимых общественных наблюдателей и с кем будут заключены соглашения? Все подробности узнаем у наших гостей. Александра, Дмитрий, здравствуйте. Анастасия, добрый день. Хотела задать первый вопрос такой. Вот я прихожу на выборы и вижу наблюдателей. Кто эти люди? Ну, прежде всего, это представители политических партий, кандидатов и общественных палат субъектов Российской Федерации. Также Общественная палата России может в любой субъект Российской Федерации, там, Республика Коми, Крым, Архангельская область, направить своих представителей также. Это обычные граждане, это, возможно, ваши соседи, мои соседи. Возможно, это гражданские активисты, но зачастую так и происходит. Это представители некоммерческих организаций, которые следят за тем, чтобы процедура голосования проходила честно, открыто. Самое главное, тот результат, который в итоге получился, независимо от пристрастий там, каждого человека, какой-либо политической партии, он действительно в рамках закона. То есть наша основная задача подтвердить, что процедура абсолютно законна, и тот результат, который получился, он действительно такой и есть. То есть, в принципе, может стать любой желающий. Какие требования для наблюдателя? Гражданин России старше 18 лет, который получил направление в Общественной палате своего субъекта. Как проходит обучение? Ну, это достаточно большие такие объемные семинары, они проходят 2 дня. Вот в первый день это 6-8 часов, во второй день чуть поменьше, там 4-6 часов. Но это не просто лекции, мы не накачиваем вас информацией. По сути, это семинар-тренинг очень большой, очень интересный, с большим количеством всяких игровых активностей, викторин. Основная задача, чтобы наблюдатель не просто обновил свои знания, если он уже не в первый раз наблюдатель, что-то новое узнал и отточил свои навыки наблюдать за этим процессом, а самое главное, правильно рассказать об этом всему гражданскому обществу. Дмитрий, вы как преподаватель, что скажете по поводу лекций? В первую очередь задача семинара — сформировать правильное отношение у наблюдателей к выборам. И задача наблюдателя как раз-таки внести такое идеологическое спокойствие. Да? Конечно же, чтобы наблюдатель должен помочь комиссии, помочь процедуре выборов быть законной и гласной. И когда наблюдатель с такой идеологией именно находится, мы уже на такое понимание накладываем какие-то конкретные знания избирательного законодательства, каких-то конкретных процедур. А существуют ли сторонние организации, которые тоже проводят обучение помимо Общественной палаты? Ну, на самом деле сейчас интернет кишит различными объявлениями, куча общественных движений пытается обучать наблюдателей. Штука вся в том, что направлять-то будет только Общественная палата, именно независимых наблюдателей, да, и политические партии и кандидаты своих наблюдателей, которые будут уже отстаивать их интересы. У нас в этом плане монополия, поэтому все могут пройти обучение где угодно, но в любом случае направление выписывает именно Общественная палата региона. И у нас есть одно условие. Наш наблюдатель выйдет с той информацией, с которой работаем именно мы. Мы хотим быть уверены, что наш наблюдатель действительно объективен и беспристрастен. Само обучение, оно проходило достаточно открыто. На семинарах могут присутствовать люди, которые представляют любые политические силы, любые партии, любых будущих самовыдвиженцев. Самое главное, чтобы они с правильным смыслом в голове туда пошли, а не с какими-то ложными смыслами. Я думаю, правильный смысл они получат как раз-таки на обучение. Что делать, если прямо сейчас телезрители решили стать наблюдателем, куда им нужно обращаться? Ну, прежде всего, мы всех желающих стать независимыми общественными наблюдателями ждем в Общественной палате Республики Коми. Наш телефон 301-353, код города в Сыктывкаре. И сотрудники исполнительной дирекции Общественной палаты с удовольствием адресуют к нужным специалистам. Мы объясним, когда будут следующие семинары, как их пройти, какие документы необходимо заполнить. Конечно же, каждого любого проинструктируем. Самое важное, хотелось бы отметить, что мы сейчас на небольших каникулах. Мы прекрасно понимаем, что нашим наблюдателям, гражданским активистам тоже нужен небольшой отпуск, поэтому у нас небольшой перерыв на июль месяц. Хорошо, спасибо большое, что к нам пришли, поделились информацией, и желаю хороших выборов. Взаимно. Спасибо.